Глава государства посетит с рабочей поездкой Таласскую область. Планирование семьи. Почему сейчас этому вопросу медики уделяют особое внимание. И определились первые финалисты чемпионата мира по футболу. Об этих и других событиях прямо сейчас в студии Ичбек Капарбекова. Здравствуйте. Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня начал свою рабочую поездку по Таласской области с посещения национального комплекса Манас-Орду в Таласском районе. Далее глава государства ознакомился с ходом строительства детского сада в селе Ташарых Таласского района и проекта реконструкции автодороги Тарас-Талас-Сусамыр. Информацию по проектам дали директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Бактыбек Абдиев и министр транспорта и дорог Джамшитбек Калилов. В рамках поездки президент Сооронбай Жээнбеков также посетит родовое село Шекир писателя Чингиза Айтматова, где ознакомится с ходом строительства культурно-исторического мемориального музея комплекса Чыңгыз-Орду. Также президент встретится с жителями области, ознакомится с ходом строительства проектов в аграрной и социальной сферах и по улучшению транспортной инфраструктуры региона. Горнодобывающая отрасль является одним из главных сфер для развития экономики. Однако с приобретением независимости на нее мало кто обращает внимание, говорят эксперты. За последние несколько лет на эту сферу обратили внимание, и все же дело не двигается с мертвой точки. В значительной степени это обусловлено бездействием и неслаженной работой заинтересованных органов, считают специалисты. Это затрудняет увеличение ВВП, работу инвесторов, а самое главное, негативно сказывается на развитии экономики. Как решить эту проблему, с экспертами побеседовала Диана Мамекова. Горнодобывающая отрасль является бюджетообразующей. С приобретением независимости ни одно месторождение не было открыто. Работа ведется лишь на тех участках, которые когда-то нашли советские геологи. В своем выступлении в Джогорку Кенеше президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что необходимо полноценно использовать наши преимущества в сфере горнодобывающей отрасли. Деятельность этой отрасли должна быть направлена на развитие малых городов и сел, а также увеличению рабочих мест в регионах. Токен чөйрөсүн өнүктүрүүгө бөгөт болуп жаткан көрүнүштөрдү жоюу зарыл. Экологиянын сакталуусу негизги талап болушу абзел. Баарыбызга маалым, бул иштер кээде саясатташып, инвестициялык климатка терс таасирин тийгизип жатат. Ошондуктан тиешелүү органдар инвестор менен бирге жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жеткиликтүү жүргүзүшү керек. Кен байлыктарды иштетүүнү, жергиликтүү элдин турмушун жана аймактардын инфраструктурасын жакшыртууга максималдуу багыттоо зарыл. И по текущему состоянию и перспективам развития горнодобывающей отрасли совещание провел премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Для развития этой сферы зависит взаимопонимание между инвесторами и местным населением, которую должны обеспечить местные органы власти. Протестные действия населения во многом обусловлены отсутствием достоверной информации о деятельности недропользователей, опасением возникновения возможных экологических рисков. Кроме того, несовершенство тендерных процедур отталкивает многих инвесторов, готовых вкладывать в отрасль. Чтобы добиться взаимопонимания, нам нужно вести честную и прозрачную политику в привлечении инвесторов. И действительно, проблем в горнодобывающей отрасли много. Среди основных – законодательное регулирование недропользования. В обществе очень много, скажем, нареканий на то, что много лицензий, но мало из них компании работают, то есть идет просто передача лицензии от одного юридического лица к другому. Вот в этом направлении нам тоже поручено усилить работу, разработать изменения, чтобы компании, которые получили лицензию, они все-таки работали. Именно потому что цель, которой мы выдаем лицензии, это для того, чтобы проводилась разведка наших недр и в перспективе пополнялась минерально-сырьевая база нашей страны. Другой вопрос – бездействие сотрудников Госинспекции по экологической и технической безопасности. Именно они при проверке деятельности той или иной компании должны разъяснять населению, что все не так опасно, как они предполагают. Хотя у Госэкотехинспекции тоже есть свои аргументы. Само собой, с компаниями мы уже проводим работу такие, чтобы они действительно разъясняли, делали почаще вот это общественное слушание, свою работу объясняли, чтобы если где-то какие-то нарушения, чтобы действительно есть нарушения, они будут устранять, это должны действительно, то есть оповещать
местное население, чтобы они знали действительно. В свою очередь, органы местного самоуправления должны совместно с представителями компании провести работу с населением. То есть вот такой связи сейчас у нас плохо проводится. Однако эксперты считают, что это не просто опасения жителей за свою жизнь. Работа с местным населением тоже краеугольный камень. Да, признаю, многие компании тоже неправильно выстраивают работу с местным населением. Нужно с ними работать, нужно вести диалог, работать прозрачно и открыто. Но мы пришли к выводу для себя, что это определенные группировки, которые, я не знаю, кем управляются, но ставят целью саботировать деятельность компании, возможно, и органов власти. Глава правительства Абылгазиев поручил обеспечить своевременные выезды специалистов на месторождения, на регулярной основе проводить разъяснительную работу с населением для предотвращения конфликтов на местах, а также начать реальную борьбу с коррупцией в сфере недропользования. Абылгазиев заявил, что ход исполнения этих поручений будет на его личном контроле, так как в ближайшее время вопрос горнодобывающей отрасли будет рассмотрен на заседании Совета безопасности, где ему будет уделено особое внимание. Диана Мамекова, Тимур Садагалиев, Общественный Первый канал. Минздрав совместно с волонтерами из международных организаций провели мероприятие в столичной новостройке Калыс-Ордо, посвященное планированию семьи. Елена Ткаченко продолжит. Планирование семьи – это право человека. Мероприятие на такую тему провели в новостройке Калыс-Ордо. Будущим матерям, а также тем, кто уже стал мамой, объяснили, как важно планировать семью. И это касается не только методов контрацепции. Нужно еще учитывать, сможет ли семья вырастить и прокормить ребенка. А также важно соблюдать перерыв между родами не менее 2 лет. Также для всех собравшихся был организован концерт. В Кыргызстане на 100 тысяч родов приходится 47 случаев смерти. Это один из самых высоких показателей среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. В последние годы наблюдается тенденция к снижению числа материнской смертности. Но тем не менее цифры пока неутешительные. Планирование семьи поможет существенно снизить материнскую и детскую смертность, а также сократится количество брошенных детей и абортов на позднем сроке, считают в Минздраве. У планирования семьи есть только 3 вещи, которые необходимы для того, чтобы оно внедрялось. Чтобы ребенок был желанный не только в плане здоровья, но и запланированный в плане финансовых средств. И третье – это интергенетический интервал. Минимум 2 года и 9 месяцев, в целом должно быть 3 года, чтобы был перерыв между 2 родами. Методов контрацепции много, тем не менее проблема нежеланной беременности существует. Ежегодно у нас в стране беременеют более 1000 девочек в возрасте от 13 до 17 лет. 85% этих беременностей заканчиваются родами. В 15% случаев девочки идут на аборт. Девочки, не достигшие до полувозрелого возраста, вступают в брак и рожают. Я думаю, что это они подвергают, во-первых, в первую очередь, это свое здоровье риску и родившего ребенка. Поэтому мы на этот плане мы работаем вместе с центрами семейной медицины, вместе с донорами. В Минздраве считают, что если каждая пара будет ответственно относиться к планированию семьи, то это станет основой для здоровой и крепкой страны и нации. Елена Ткаченко, Сиязбек Нурмамбетов, Общественный Первый канал. И на этом пока все. Оставайтесь с нами на Алатон 24.